Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот что произошло сегодня. До старта ровно год. 3, 2, 1, пуск! В Казани начался обратный отсчет до начала чемпионата мира по волейболу. На праздничном фестивале побывал Рамиль Галиуллин. 3 образовательных учреждения в Татарстане получили запрет на прием детей. Неисполнение предписаний в течение 6 месяцев влечет за собой запрет в приеме учащихся в школу. Смогут ли дети учиться, выясняла Лина Зинатуллина. Новые идеи и перспективные технологии. Таких мощностей нет сегодня ни в одной точке мира. Как ученые предлагают повысить нефтепереработку и защитить почву от засухи, узнал Дмитрий Аренин. Вперед к победам! У нас за спиной очень длинный путь, множество подготовок и упорного труда. В Уфе стартовал 9-й национальный чемпионат WorldSkills Russia. Как и сколько ребят представляют Татарстан, расскажет Рамиль Шайдуллин. Сегодня в Казани начался обратный отсчет до чемпионата мира по волейболу, который в 2022 году пройдет в России. До международного спортивного праздника осталось ровно 365 дней. События отмечают во всех 10 городах, принимающих мировое первенство. В Казани на Кремлевской набережной открыли стеллу с обратным отсчетом. Рамиль Галиуллин о торжестве по случаю выхода на финишную прямую. В полдень часы на Кремлевской набережной начали обратный отсчет. Специальный таймер показывает дни, часы, минуты и даже секунды до начала чемпионата мира по волейболу в России. Уверен, жителям и гостям Казани эти символические часы понравятся. Появится еще одна точка притяжения. И фестиваль, и чемпионат мира еще больше утвердят статус Казани как города, способного принимать и проводить на высоком уровне самые ответственные и значимые международные соревнования. Мировое первенство пройдет в 10 городах. Помимо Казани матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Участниками Мундиаля станут 24 национальные мужские сборные. На данный момент известны 2 команды-участницы. Польша как действующий чемпион и наша сборная как хозяйка турнира. Для нас чемпионат исторический. Россия примет его впервые. Сегодня на набережной даже появилась специальная волейбольная площадка. Ее застелили не случайно. На ней будет сыгран самый длинный матч в истории. Игры проходят в городах-участницах по очереди. Таким образом и получается один самый длинный волейбольный матч, сыгранный в разных часовых зонах от Красноярска до Москвы. Все больше и больше интересуется людей, которые просто были далеки или даже никогда не были связаны со спортом. Именно к волейболу тянется. В связи с этим как раз и мы проводим чемпионат мира. Надеюсь, он даст большой толчок для дальнейшего развития волейбола в нашей стране. Это брендовый, статусный вид спорта волейбол на территории Республики Татарстан. Наши команды – законодатели моды в российском чемпионате. Чемпионат мира стартует 26 августа 2022 года. Казанцы уже в предвкушении мирового события. Жду, потому что хочу посмотреть, как профессионалы играют в мою любимую игру. Я вот слежу за Францией, там играет бывший игрок «Зенит Казань» Нгапет. И за Россию буду следить. Набережная сегодня стала настоящим парком волейбола, а ровно через год площадкой волейбола станет вся страна. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Еще одна важная новость из мира спорта. Данис Зарипов после окончания этого сезона завершит свою спортивную карьеру. С такой вести началась сегодня традиционная встреча президента республики с хоккеистами Ак Барса. 65 лет казанскому клубу, 20 лет как Зарипов в команде. В этом сезоне игроки просто обязаны взять Кубок Гагарина. Об этом договорились на встрече. Как татарстанский клуб стал национальным брендом и какое напутствие дал хоккеистам Рустам Миниханов, репортаж Алмаза Гветова. Отстояли кубок и оставили его в Казани. И всей командой хотим его подарить вам.
Невозможно представить Акбарс без Даниса Зарипова. Капитан в межсезонье принял окончательное решение – после чемпионата завершить спортивную карьеру. 40-летний нападающий обещал, постарается выиграть 6-й трофей в своей карьере. Этот сезон, наверное, для меня будет завершающим. И также при всех это заявляю с одной маленькой просьбой. Давайте, чтобы он для нас всех стал победным. Сезон для Акбарса начинается красиво. Команда 2 года подряд смогла завоевать домашний кубок чемпионов Танека. Учитывая, что состав заметно обновился, результат серьезный. Есть наши, те ребята, которые не раз выигрывали кубки, в общем-то, проделана большая работа за это время. В общем-то, с оптимизмом смотрим на все, те ошибки, которые были в прошлом году. Конечно, учитывать. Акбарс стал символом республики, брендом всей спортивной индустрии. У коллектива теперь только одна задача – выиграть Кубок Гагарина. У нас добрые традиции. Встретиться перед началом чемпионата, перед началом плей-офф. Все, что необходимо со стороны болельщиков, со стороны Министерства спорта, со стороны спонсоров, как ассоциация директоров компании, заверяю, что очень внимательно будем рассматривать все запросы. Главное – командный дух, настрой, ну и везение. Чемпионат для команды стартует 2 сентября. Акбарс на своем льду примет финский Йокерит. Впереди длинный и непростой сезон КХЛ. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Казань. С директором компании МСР с Мартином Шулой встретился сегодня Рустам Минниханов. Обсудили вопросы, связанные с проведением 27 августа в Казани этапа Кубка мира по мотосерфингу. В соревнованиях примет участие 50 спортсменов из 7 стран. Компания Мартина Шулы выступает организатором Кубка. Рустам Минниханов обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере автоспорта с руководителем турецкой компании «Интерсити» Вуралом Аком. Фирма управляет спортивной трассой в Турции, где проходят главные международные состязания по автогонкам. Вот такая очередь сегодня возникла у спортивного комплекса «Ак-Буре» в Казани. Посетители стояли с 5 утра, чтобы записаться на плавание. Кто-то хотел начать ходить, кто-то продлить абонемент, и все терпеливо ждали. Эти кадры мы засняли ближе к полудню. По словам казанцев, многие были на ногах уже по 5 и более часов. Сегодня в 4 часа я встала, и в 4 часа я в тетрадку записалась. Пришли другие, ну вот по очередности, и начали возмущаться. До драки дошло сегодня. Драка была? Да, до драки дошло дело. Не оформлена функция быстрое оформление абонемента. Сейчас есть интернет. Можно записываться, если у них есть ресурсы, вот он говорит, что нет. Можно записываться по-современному, через интернет. Зачем вот это? Зачем вот этот каменный век? Как нам объяснили, в самом спортивном комплексе этот ажиотаж продолжается с 23 августа. Тогда здесь начали продавать абонементы в бассейн. Как уверяет руководство комплекса, изначально был составлен график продаж. Он распределен по часам, но клиенты, говорят, здесь почему-то приходят именно с утра. Я не понимаю, почему желающие попасть в наш бассейн создают такую очередь, потому что продажи у нас в течение всего дня 12 часов в сутки без перерыва на обед и выходные. Вот сейчас, если посмотреть, 8 человек в очереди. И касса работает до 8 часов вечера. Вот уже после 5-6 там никого нет. 3 образовательным учреждениям Татарстана запретили принимать детей. Таково решение Департамента надзора и контроля в сфере образования республики. Причина – выявленные нарушения в ходе проверок, которые вовремя не устранили. Где-то квалификация сотрудника не соответствует требованиям закона, где-то нет условий для особенных детей. Успеют ли устранить замечания до начала учебного года, разбиралась Лина Зинатуллина. В 77-й школе авиастроительного района в самом разгаре подготовка к учебному году. Но пока дети получают учебники, самой школе выдали совсем другую бумагу. Приказом Департамента Минобрнауки Республики на целый год запрещается прием детей. Нарушение – отсутствие высшего образования у замдиректора по хозяйственной части. На прием текущего года это не повлияло, потому что предписание о запрете у нас вступает в силу с 6 сентября. 5 сентября прием в школу заканчивается.
на учебный год. В настоящее время наш заместитель директора по ХЧ обучается на 5-м курсе, получает высшее образование, тоже по направлению экономика. И в марте 2022 года она получит диплом о высшем образовании. Это значит, всех детей примут, и учебный год начнется по расписанию. А через год, когда сотрудник получит диплом, нарушения уже не будет. В 77-й школе в наступающем учебном году будут учиться больше 900 детей. Это 2 полные смены. Только в первые классы набрали уже 127 человек. Списки вывешены при входе и все еще могут пополняться. В Алькеевской музыкальной школе нарушением стала недоступность для маломобильных посетителей. Прием детей в музыкалке завершается еще раньше, к 1 сентября. Не было доступно строение для инвалидов, потому что, так как мы находимся на 3-м этаже, паспорта доступности не было. Мы сейчас уже исправили. До 6 сентября у нас уже будет все исправлено. А детский сад села Люга в Кукмарском районе, оказалось, и вовсе приостановил работу. Основная причина в селе мало детей. 2 детей там было. Они заявление подали на другие современные дошкольные учреждения. Проверки Обрнадзора регулярные, на устранение замечаний дается до года. Мы понимаем, что это не только зависит от руководителей школы, детского сада, это зависит от условий, от создания условий. У нас такие моменты были. Во-первых. Во-вторых, ни один ребенок не останется на улице вне школы и в детский сад. Очередной рейд завершился 2 недели назад. Замечание получил 61 детский сад в Казани, Елабужском и Мамадышском районах. Лина Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ, Татарстан. В Татарстане в начале сентября откроется первый центр дополнительного образования в структуре полилингвальных комплексов «Адемнар». Здесь повысить свои языковые знания смогут дети, которые обучаются в этих школах. Об этом сегодня сообщила исполнительный директор Фонда Возрождения Татьяна Ларионова. Казанский круглогодичный комплекс расположен на территории озера Лебяжье и рассчитан на 180 детей. Здесь построены 3 жилых корпуса, столовая, спортивная площадка и сцены на открытом воздухе. Напомним, сейчас в Татарстане работают 4 полилингвальных комплекса. Это в Казани, в Елабуге, Актаныше и Челнах. 4 сентября в республике начнут строить такие школы в Альметьевске и Нижнекамске. Также на стадии завершения проектные работы по возведению 2-го центра доп. Образования в Набережных Челнах. Для того, чтобы дети там учились, отдыхали, общались на том или ином языках. Тех языках, которые которые изучаются в нашем полилингвальном комплексе. Напомню, что это прежде всего наши государственные языки, русский, татарский, международный, английский. На этих же языках будут проходить все занятия в Центре дополнительного образования. На поле в Габишево из-за аномальной жары проявился куриный помет 10-летней давности. Как из года в год жители жалуются на вонь, а им отвечают, что нарушений нет. Об этом читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». 316 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней перечислили в этом году предприятия Татнефти. Об этом сегодня сообщили на заседании Совета директоров компании. Встречу провел Рустам Минниханов. На заседании рассмотрели итоги исполнения бюджета за 7 месяцев этого года. Татнефть получила 77 миллиардов рублей чистой прибыли. Также Совет директоров ознакомился с деталями сделки по приобретению сети АЗС в Санкт-Петербурге. Покупка актива является частью стратегии по расширению сети автозаправочных станций. Защита посевов от засухи сегодня стала одной из главных тем заседания Совета директоров Татнефтехиминвест Холдинга. На встрече, которую провел Рустам Минниханов, ученые презентовали новые влагосберегающие технологии. Как отмечают ученые, препараты уже апробируются в АПК и дают положительный эффект. И сегодня же специалисты предложили, как можно сделать более выгодной нефтепереработку. Что лежит в основе этой технологии и как Татарстан планирует дать импульс подготовке своих кадров для нефтехимии, расскажет Дмитрий Аренин. При поливе, скажем, получается, гель набирает и сворачивается клубок. По такому принципу хранилища работает порошок-абсорбент зеленодольских ученых. Сначала вбирает в себя влагу, а при засухе отдает в почву. Когда наступает коллапс, значит, это давление, эта температура повышается, клубок разворачивается и отдает влагу. Препарат был создан несколько лет назад и уже сейчас применяется в некоторых регионах страны. С Воронежем связались, с Липецкой областями. Там у них уже в этом году от урожая льна прирост дал 83% с лишним. Рустам Минниханов поручил создать в Татарстане опытные поля, исследовать этот препарат для широкого применения. Давайте мы
Поручим Минсельхозу, Алексей, если вот, как вы сказали, была возможность использовать ваш препарат, тоже шансы сохранить урожай, повысить продуктивность значительно. Поэтому давайте будем работать. Также сегодня специалисты предложили технологии для нефтепереработки. Конкретно для ТАИФ НК свою концепцию ученый из Уфы назвал «шахом от рынку в 4 хода». В основе новой технология быстрого термического крекинга. В финале мы получаем великолепную, красивую картинку. Это центр глубокой переработки нефти Татарстана, который будет уникальным центром, потому что здесь от 9 до 10 миллионов тонн гудрона будет переработано. Таких мощностей нет сегодня ни в одной точке мира. Рустам Миниханов поручил промышленникам изучить представленные технологии. Попросим Альберта Кашапча и Рафина Саматовича обсудить эти вопросы на площадке ТАИФ НК. Импульс в республике должна получить и подготовка кадров для нефтехимии. В Нижнекамске на базе химико-технологического института к 2030 году хотят создать крупный образовательный центр. Его проект представили президенту. Основным инструментом стратегии является создание кампуса на базе Нижнекамского химико-технологического института. Кампус будет располагаться в 3 существующих, находящихся в шаговой доступности друг от друга учебных корпусах общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Это позволит обучать более 4 тысяч студентов. Для обеспечения положительной миграции талантливой молодежи необходимо привлечение иногородних студентов, которые будут жить в комфортных условиях нового общежития. Так число выпускников вуза должно вырасти втрое. Проект оценивают в 2,5 миллиарда рублей. Помочь должны госпрограммы и средства бизнес-партнеров. Нам надо сделать шаг, во-первых, спроектировать. Мы готовы подключиться тоже, республика. Хороших преподавателей, жилье им хорошее надо дать. Общежитие обязательно привести в порядок, чтобы это был современный вуз. Также на встрече IT-компании представили ряд сервисов для работы с базами данных. Рустам Миниханов также поручил изучить внедрение этих технологий. Дмитрий Ирин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Алексей Песошин сегодня избран председателем Совета директоров Татэнергосбыта. Решение единогласно приняли на заседании в Доме правительства. Также обсудили итоги работы компании в этом году. Объемы потребления электроэнергии восстановились после пандемии и даже превысили уровень 2019-го. Озвучили сегодня и сумму долгов татарстанцев. На 1 июля это больше 380 миллионов рублей, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также с 1 июля 2020-го Татэнергосбыт начал внедрять интеллектуальную систему учета электроэнергии в многоквартирных домах. В этом году заменили уже 17,5 тысяч приборов учета. Сегодня Фарид Мухаммедшин встретился с генконсулом Казахстана в Казани Жанбалатом Мурзалиным. Казахстанский дипломат, который занимал эту должность 2019 года, завершает свою миссию в Татарстане. Председатель Госсовета поблагодарил его за совместную работу и вручил благодарственное письмо. Дипломат особо отметил содействие руководства республики в развитии контактов Татарстана и Казахстана. Сейчас у Госсовета налажены связи с обеими палатами казахстанского парламента. Центр избирком Татарстана утвердил текст избирательных бюллетеней на выборах депутатов в Госдуму. Сегодня состоялось заседание комиссии. Документ для голосования будет на 2 государственных языках республики – русском и татарском. Все избиратели получат на участках 2 бюллетеня. В одном будут 14 политических партий, участвующих в выборах, в другом – кандидаты-одномандатники. В 6 округах Татарстана их 53. Транспорт, пенсия, медицина и ЖКХ. Айдар Медшин принял участие в работе мобильных общественных приемных в Нижнекамске. Одна из них расположилась перед Нефтехим-ареной. Жители давали наказы будущим депутатам. Мобильные приемные работают в Нижнекамске несколько недель. Уже собрали почти 200 пожеланий и будут работать в городе до 28 августа.
Петропавловский собор Казани 1723 года планируют отреставрировать к его 300-летию. Такими планами сегодня здесь поделились во время рабочего совещания. Сейчас памятник архитектуры федерального значения реставрируют на средства федерального бюджета. По проекту «Историческая память» выделено более 200 миллионов рублей. Петропавловский собор знаменит тем, что здесь, начиная с Екатерины II, были почти все российские императоры, за исключением Николая II. В этот храмовый комплекс входит колокольня. Ее также планируют отреставрировать в ближайшие годы. Необходимо укрепить фундамент и выполнить внутренние и внешние отделочные работы, восстановив первозданный облик. В 2024-2025 году, я думаю, что весь этот памятник, весь этот комплекс будет полностью восстановлен. С учетом тех работ, которые по территории комплекса, по подключению и по убранству непосредственной территории самого храма. Петропавловский собор – один из уникальных, самых красивейших наших соборов. С 2017 года поэтапно идут работы. Почему так долго? Я тогда говорил, что такие объемы работ, такая реконструкция требует серьезного, тонкой работы. Есть память, которой не будет забвения. Выставка с таким названием сегодня открылась в историческом парке «Россия. Моя история». Она приурочена к празднованию Дня Республики Татарстан. Здесь представлены уникальные документы из Государственного архива. И не только. Среди них кинохроника с переписями 20 века, кадры развалин болгар, снятых в 30-е годы, письмо царя Волжской Булгарии, закладка мечети Кул-Шариф и многое другое. Вход на выставку свободный. Она продлится до 4 сентября. Это, безусловно, очень интересная инициатива наших архивов о том, чтобы сделать достоянием общественности к дню рождения республики, к дню Республики Татарстан, вот такую замечательную выставку, в которой бы совместить и истоки государственности Республики Татарстан, и, опять же, роль различных народов в становлении, развитии республики. Здорово, что сегодня по законодательству архивы могут открывать свои запасники и показывать вот эти документы молодежи. Знаете, пока жива наша история, пока жива наша культура, пока живы наши традиции, это конкурентное преимущество нашей страны. Эти документы, они хранятся не только в Государственном архиве Республики Татарстан. Мы привезли часть из Москвы, из других регионов Российской Федерации для того, чтобы в полном объеме представить именно развитие Республики Татарстан. Очень громадный объем работы, тем более связанный с историей, даже не такой близкой истории, начиная с почти тысячелетней истории нашего народа. Это очень хороший подарок ко Дню Республики. Продолжается прием заявок на участие в открытом республиканском фестивале работающей молодежи «Наше время. Безнен-Заман». Участвовать может каждый, работающий от 18 до 35 лет. Фестиваль проводится при поддержке президента Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО. На этот раз он посвящен Году родных языков. Фестиваль начнется с зональных этапов. Гала-концерт в ноябре. Здесь обладателю гран-при вручат переходящий кубок президента и сертификат на 500 тысяч рублей. Иногда же ведь от гран-при отделяют какие-то доли, сотые балла. И мы все делаем для того, чтобы человек был в Республике Татарстан счастлив. Вот все наши вот ребята, да, вот своим трудом, директора предприятий, наш президент, Министерство молодежи делают все для того, чтобы человек действительно был счастлив. Сегодня в Казани открылась выставка «Родные просторы». Работы созданы во время первого одноименного всероссийского пленэра, прошедшего в Год родных языков и народного единства в Татарстане. Свое творчество мастера живописи из разных регионов страны начали в Аксубаево на чувашском празднике Уяв. Продолжили на Мордовском Балтай в Лениногорском районе. Завершили рисование в Агрызском районе, где посетили удмуртский праздник Гарон-Быттон. На выставке представлено более 30 картин, написанных в разных жанрах – портрет, натюрморт и пейзаж. Их можно увидеть в Доме дружбы народов до 1 октября. Это первый, можно сказать, всемирный, скажем так, пленэр художников, который посвящен тематике именно быт, культура разных народов, которые проживают в Татарстане. Вроде мы все на одной земле живем, но у всех какие-то свои традиции, своя выпечка, свои какие-то песни там. И при этом все очень, конечно, радушные, шикарные костюмы.
Старт дан сегодня в Уфе. Начались соревнования национального чемпионата WorldSkills Russia. Молодые профессионалы Татарстан. В них представляют 164 участника. Они соревнуются в 127 компетенциях. С каким настроем они начинают профессиональную борьбу за титул лучшего в стране и как их встретила Уфа, об этом далее. Команда из Республики Татарстан. Сборная Татарстана – одна из самых многочисленных на чемпионате. 164 юношей и девушек, 93 в основной категории, 71 юниоры. Для нас большая честь, что со всей страны к нам приехали настоящие мастера. И сегодня я от всей души желаю вам в эти дни, конечно, победить. Около 2000 конкурсантов из 76 регионов страны. Все они накануне собрались на церемонии открытия. Их поприветствовала вице-премьер Татьяна Голикова. Желаю вам удачи и уверенности в своих силах. Пусть сегодняшние шаги к победе в соревнованиях станут стартом вашего большого, успешного, профессионального пути. Тем временем на арене развернулось грандиозное шоу. Кульминацией стал номер с участием 1000 дронов. А уже сегодня участники приступили к соревнованиям в строительстве и информационных технологиях, в кирпичной кладке, ландшафтном веб-дизайне и многом другом. Я заняла первое место, получила золотую медаль. У сборной Татарстана есть все шансы не только повторить, но и превзойти прошлогодние успехи. Впереди 127 компетенций, в которых ребята опробуют свои силы. У нас за спиной очень длинный путь, множество подготовок и упорного труда. Мы надеемся на победу в этих соревнованиях. Соревнования продлятся ровно 3 дня в парке «Молодые профессионалы» и завершатся 29 августа, где и станут известны имена победителей. Миша Айдулин, ТНВ, Уфа. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше новостей на наших ресурсах в интернете, на страницах ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Специальные условия для пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. Сейчас или дороже. В августе берите Nissan от 999 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре РРТ. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Ипотека от 3,9% на квартиры в Казани от Акбарсдом. Для всех и на весь период. Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2-я юго-западная, 35. 30 августа в честь Дня Республики Татарстан большой концерт лауреатов и победителей фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». 30 августа в 13:30. Площадь перед театром Камала. В студии София Егорова. Здравствуйте. В погоде без существенных изменений. Подробности узнаем прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Угульме, Баблах и Азнакаево осадки не наблюдаются. Малооблачно и умеренно тепло. Плюс 23-24 градуса. Такая же картина в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Выглянет солнце. Днем до плюс 22-23 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши без осадков, малооблачно и умеренно тепло. Плюс 21-22 градуса. Вполне комфортная погода в Арске, Кукмаре и Балтаси. Здесь без осадков и солнечно. Днем 20-21 градус выше 0. В Болгаре, Доржином и Буинске вероятность осадков минимальная. Тепло и безоблачно, плюс 23.
В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше сохраняется сухая и теплая погода. Плюс 22-23 градуса днем. Наша республика находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Синаптическая ситуация пока стабильная. В субботу ясная и сухая погода сохранится. В Казани малооблачно и без осадков. Температура ночью около 13 тепла, а днем до плюс 23. Ветер северо-восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Магнитное поле Земли спокойное. Немного народных наблюдений напоследок. Если в этот день ветер тихий, осень будет ясной. Если же закружит буря, то сентябрь ожидается ненастный. На этом наш выпуск завершен. До свидания.